Итак, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, со мной здесь Володя, канал Рыбкин 39. И, друзья, я сейчас, как уже вы знаете, несколько дней нахожусь в городе Калининград. Сейчас мы собираемся на одну из классных рыбалок, это рыбалка на треску. Вот. В прошлом году весной мне удалось здесь уже побывать, порыбачить на этой рыбалке, половить треску. Вот, довольно интересно с глубины. Но мы тогда рыбачили с глубины, наверное, где-то 12 метров, вот так вот. 16-20. А сейчас будет уже рыбалка, где будет поглубже, где-то 16-20 метров. Вот. И треска такая хорошая может попадаться, Володя говорит, килограммов по 2 даже. И тащить с такой глубины, я думаю, будет одно удовольствие, друзья, потому что вот. В общем, рыбачить я буду в прошлом спиннинг свой. Вот он. Тайхо. До 70 граммов он. От 20 до 70. Вот. И довольно мощная палка, которая должна выдержать. Ну и катушка карповая обычная. С мощной плетней. Такое замечательное утро. Сегодня море должно выдаться хорошим. Хорошая погода должна быть на море. Здесь главное розу ветров смотреть, чтобы ветер был с востока или с юга. Потому что получается, что там сила, самая главная сила. Ветер направления не так страшно. Ветер направления страшно, да. Главное сила ветра, чтобы он был небольшой силы, потому что море очень быстро раскачивается. Сегодня и все равно должна быть небольшая качка, да, такая на море? Нет, скорее не будет. Небольшая, может, будет накатик. Накатик будет небольшой, но это нам не страшно. Вот. Игорянь с нами не ездит, друзья, потому что, он не выносит море. Вы знаете, в прошлом году он чуть не потерял сознание, вот, поэтому мы едем вдвоем с Володей. Ну вот, дорогие друзья, приехали мы на одну из секретных точек Володи. Вот, причем здесь, говорит, глубина 26 метров уже. Под нами есть какой-то рельефчик небольшой, вот. И, собственно, предположительно здесь должна быть рыба. Он так-то здесь уже ловил, говорит. Рыба здесь есть. Вот, была в тот момент. И мы сейчас попробуем проверим сегодня, как тут обстоят дела. В общем, небольшая такая волна, не сильно прям вообще, да, практически волны это нет. Это волной просто, идти долго пришлось. Да. Просто ехать все, вот расстояние, вот это все, море и так далее. Сейчас проезжали мимо подводной лодки, вот. Довольно интересная такая. Я не стал снимать, потому что далеко было. Может быть, на обратном пути поедем и, возможно, засниму подводную лодку. Так, глубина большая, поэтому делаем заброс и ждем, пока приманка упадет на дно. Вот так вот она выматывается. Как только дойдет, все, плетенка остановится, выматку со шпули, и значит ваша приманка легла на дно. Вот. Дошла до дна, видите, вот остановилась. Это уже по инерции просто вот. И потом делаем проводку вот просто раз и ждем, пока кончик бланка вот отыграет. Чувствуешь спиннингом. Откидали этот участок, вот, и так как это все равно рыбалка, и она связана с поиском рыбы, сейчас немножко решили подрейфовать, смотреть, обсмотреть, так сказать. Парень, друзья, Володька оторвал, я сейчас оторвал, то есть
джиги отрываются просто в путь, джиг-головки. Поэтому очень, так скажем, много требует приманок такая рыбалка. Так, друзья, вот Володя все кого-то. Треска, говорит, первая не поклевка, и следом опять бабахнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не то пальто. Ну, это совсем маленький, В да? этом месте покрупнее попадались. Ну, сейчас быстренько ее отпустим, она выживет. Вот такая, да. Маленькая, пускай. Маленьких отпускаем, друзья. Да. Да я вообще всех отпустил, просто там у нас очень есть один ценитель, любитель рыбы. Вот, он сегодня с нами не смог приехать, и поэтому ему заберем мы. Да, я думаю, тут... Друзья, вот Володя нашел место стоянки трески. Да, ё-моё, сошла. Вот, и прям вот ловит и ловит все время там, в одном месте. Ловит. У меня вторая поклевка. Поэтому я туда тоже прям забрасываю и хочу тоже ловить и ловить. Вторая поклевка, говорит. Ловит и ловит. Ага, есть. Есть, друзья, есть, тащу. Качай, Не слава. знаю, насколько крупный, но тащу. Сопротивляется, стороны скажу, хорошо. Ну, она, с такой глубины, во-первых, ее поднять непросто. Ну, покажи, что там у нас за рыбейка. Сопротивляется, ну, наверное, мой любимый. Зачетная, Хорошая, да? Ну да, уже зачетная, да, нормально. Для нашего времени это вполне неплохая. Килограмм полтора. Вот такая вот треска. Забираем? Да. Вот, друзья, вытащила первую треску. Ух ты, зачетную первый раз вытащил я. Это хорошо. Клевая рыбалка все-таки. Конечно. Вот эта треска, рыба. За ней мы и пришли. Вон у нее мелкие зубики. А зубастая у нас. А здесь внутри печень. Хочешь печень поесть? Нет, не хочу. Это не Якутия, Слава. Сырую нельзя здесь есть, поэтому пока убираем Да. туда. Игоря не будет рад. Вот. Так что так вот, друзья. Есть. Взял здесь недалеко. Это кто тащил, может быть, шла за ней, потом схватила, да? Может, Да. Ну, по-разному бывает, подвисает, но бывает с такими хорошими поклевками, прям ее еще интересно ловить. Ну вот, друзья, первую треску поймал уже не пустыми руками. Вот. Да много поймать-то и нету задач. Главная задача моя сейчас вот вам показать просто, что есть такая рыба, что ее вот интересно так ловить. Вот. А так вообще ощущение, конечно, классное. Это вот подача в руку, чувствуешь, как она. Как игра приманки на большой глубине. Все вот это. Поставить. Это очень, короче, я так понял. Ну, в принципе, не надо. Все ловится и так. Да. Все ловится и так. Поклевочка. Вот, хорошая как-то. Ну, чуть больше может быть. Это своя вот эта. Все равно. Хорошая идет. Хорошо идет. Появляется так прям. Падает долго. Вот, все упало. Прям. Причем я закинул-то туда, вот где ты поймал. И в той стороне мы стоим прямо на банке. Вот. Прямо на банке. Вокруг глубина, ребят, где-то 28, а мы стоим вот сейчас на 25. Вокруг вот этой банки как бы кругом 28. О, может пойдет, неплохая. Тоже неплохая, да? Да, пойдет, конечно. Такая горячка давно. Такой же, как тот предыдущий. Вот.
Вот это да, Слава. Прям да-да, прям, блин, такой щелчок, прям спиннинг. Отлично, друзья. Сейчас я отправлю фото землякам в Якутию с треской. Вот. Поклевки прям в руку, да? Ба! Тащить с глубины ее классно. Спиннинг, это все. Спиннинг это все. Я думал, что-то хорошее прям. Радовался. Рано, да. А, вообще срезалось. Тык, и все. Ну, тут, может, какие там ракушка на дне. Ну, острая. Да. Ну вот, друзья, вот карабинчики, вот они вот такие вот разгибаются. Джига ушла сейчас из-за этого. Хорошая джига причем. Рабочая. Придется срезать. Так, друзья, здесь вчера шашлыки остались. Да, Илюха вчера нас угощал. Угощал, спасибо Ильюхе, Балтик Фиш 9. Вот. Сейчас мы быстренько с Володей перекусим, друзья. Есть тоже надо в море. Единственное, что как это сказывается на вестибулярке, я не знаю. Да, сегодня такой качки нет. Покачивают. Это фигня. Для Игоряни не фигня, а для нас. Для Игоряне он здесь вообще ему плохо было. Сейчас бы туда. Он бы нам не дал порыбачить бы, если честно. Просто-напросто. Да, это точно. Испортил бы все. Это точно. А, бери да ешь что-то. 777 был. 777. Чайку. Ребят, маленько перекусим с легонцухи и продолжим ловить. Время летит, блин. Уже где? Уже ехать надо. Да не, еще рано. Ну, окуня нам сегодня не видать. Подожди, Всей душе. я сейчас подумаю, я почему хочу быстрее свинтить? Потому что шанс у нас есть. Да? По времени. Ну, это хорошо. Сейчас мы пойдем по волне, можно идти чуть-чуть пошибче. То есть, если мы хотя бы топанем, ну сильно не топанешь. Вылетать с винтом будешь. Он кажется, вроде накатик такой. Смотри, как устаканивается, да? Потихоньку. Сейчас ветер развернется, но море будет до вечера успокаиваться. Вот накатик. Если в 4 мы сейчас бы на шибу вдули. Приводной лодкой. Что нам только спиннинги схватили с машины. Эти выложили. И все. Часто я его не должен упустить. Давай, Слава, качай руки. До этого был зацеп. Я уж переживал, что оторвется. Потом, после зацепа, пару тычков. Но я продолжил вести. И что-то небольшое. Маленькая трясочка. Вот. Отпускаем. Да, быстро отцепи. Долго и не держать на волне. Да. Маленькая треска, друзья. Вот. Ну, рыба есть, рыба есть. Это уже хорошо. Кто-то сандалил, блин, такие поклевки, друзья. Ну, кайф, короче говоря. Не крупная рыба, не крупная, на самом деле. Ну, нет, хотя крупняется чуть поймешь, короче. С той глубины вообще порой непонятно, что ты там тащишь. Малышка. Такую мы отпустим по-быстрому.
такая. Ну, около зачетная. Ай, ладно, пускай идет. Это не выживет. Пошла. Давай. А походу надула она не выживет. Нет. Иди на корм. Кто-то небольшой опять ударил. Может, небольшая трясочка опять же. Знаешь, со стороны посмотришь на твою спинку, еще и что-то кита там складывается. Сильно загибается, да? Ну да, со стороны, потому что с глубины качаешь. И ощущение складывается, это, что там прям ого-го. Пойдет. Пойдет. Кулинарная. Кулинарная, да. Здоровочная. И Горянька пускай готовит ему. Вот. Еще одна трясочка, друзья. Вытряс. Тряску я вытряс. Не, ну клюет постоянно, просто надо еще поперемещаться, поискать какие-нибудь получше размеры. Где-то вот здесь буквально недалеко. Пока так. Сук. Прям подложный, да? Подложкой, вот прям с таким ударом. Прям, Ну, здоровое, да, что-то? ну, покрупнее предыдущий явно. Уже, ух ты как давит, а. Прям от дна не оторвать. Не сразу. О. Это да. Прям хороший, да? Ну, не скажу, что прям огромная, Слав, но уже позачетнее будет, 100% зачет. Ее ж бывает, не поймешь, какая она по размеру у дна. Вот. Прям дух. Прям почти под лодкой садила. Качание рук. Уже так тащить уже, да. Бицуха моментом набивается. О, Вот это хорошая да, тряска. уже неплохая. Такая дыдынс такой поклевенный прям. Все как надо. О! Ну это уже такая двушечка будет. Сейчас посмотрите, без меня батарейки живые даже здесь. Ну, давай. Интересно будет. Если батарейки. Ну, кило 940. Чуть-чуть до 200 не Ну, дотянуло. нормально. Уже да, уже вкуснее, ребят. Это пойдешь на жарилку. Горяньки. О, жара пошла. Опять там же. Вот я вот Да, оттуда тащу, и вот в одном месте где-то все время бьет здесь рядом около лодки. Ну, небольшая, не как у тебя. То есть я уже их практически чувствую. Потому что большая, она чувствуется все равно. Крупная треска. не, ну ты уже выкачивал, так выкачивал. Уже да. Прям ощущения несколько другие. Как маленькая, да? Да, малышка, какая быстро она должна быть. Зачтет дорога домой, поэтому хотелось бы максимально охватить рыбалку. Так что погнали. Последняя поклевка. Последняя как забросы, раз поклевка. последняя поклевка, да. По-моему, черт. Потому что он как-то вот как чертик двигается. Вот.
Ну, может быть. Шевелится. Нет, песочка небольшая. Точка небольшая. Ну, Да. знаешь, как видите, кровь, в принципе, постоянно. Ну, надо попробовать, если не знаю, получится или нет. Ну, будем пробовать. Все, поднимаем хайбу и погнали. Ладно. Ну все, друзья, сейчас мы едем искать окуня стайного с Володей. Вот. Скажем спасибо огромное Володе за предоставленную рыбалку на треску. И отправляемся дальше. Ну все, друзья, снимаемся с этого места. Теперь едем в залив. В общем, порыбачили. Во! Ну вот, друзья, чтобы как-то разнообразить сегодняшний контент, мы с Володей еще подъехали на поиски окуня, потому что тут ходят слухи уже второй день, что кто-то прям вот хорошо дубанул окуня, и сейчас он начинает уже активно ловиться. Так как Володя обожает эту рыбалку, мы не могли сюда не приехать и не попробовать попытать удачу. Вот. Попробуем сейчас маленько здесь половить, хотя бы просто поискать, если найдем, рыбачим. Нет, значит ничего У нет. нас просто времени осталось с тобой, на поиски нет. Нам на все про все час остался. Ну, час всего остался, поэтому концовочку, может быть, если что найдем, то запишем. Ладно. Ну вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Дело в том, что я поймал одного окуня, Володька, у него было пару поклевок, да? А у меня было где-то тоже парочка поклевок было. Я вчера концовочку не успел записать, поэтому сегодня я записываю здесь, с другой рыбалки. А эту рыбалку, друзья, вы можете посмотреть далее. Так что вот так вот. Всем пока, всем хорошего настроения. Пишите ваши комментарии. Как всегда, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пока.